Ҳтәылауаа ршәарҭадара ахьчара ацәгьоурақәа, амҩатәмашәырқәа, коррупциа, ауаҩыӷьычра, ашьрақәа уҳәа ирзааҭгылеит амчратәи азинхьчаратәи усбарҭақәа рхаҭарнакцәа злархәны имҩаԥысыз аилатәараҿы. Хәышықәсатәи русура аихшьаала зун. Аԥсны апрокурор Хададгәыр Агрба иазгәеиҭеит аусбарҭақәа зегьы русура шышьақәыргыло, Аԥсны акриминогентә ҭагылазаашьа кырӡа ишеиӷьхаз. Результаты работы правоохранительных органов по обеспечению безопасности движения на дорогах, в том числе судебно-следственной и административной практики, по делам и материалам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями. Также рассмотрены результаты работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и исполнения законодательства о противодействии незаконному распространению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Кроме того, обсуждению подлежали результаты проверки соблюдения закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в республике, результаты проверки оперативно-розыскных дел, находящихся в производстве горрайорганов МВД, оперативно-поисковых дел, результаты обобщения практики рассмотрения судами первой инстанции уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, результаты деятельности правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования хищений бюджетных средств и налоговых преступлений. По результатам координационных совещаний были приняты определенные решения, которые реализованы совместной, скоординированной работой всех правоохранительных органов. Еиқәыршәоуп хәышықәсатәи ҳусура аихшьаала, алыҵшәа бзиақәа ҳамоуп. Ҩнызқьи ҩажәа шықәса рзы ауаа рӷьычреи ашьрақәа ирацәазҭгьы уажәы ус еиԥш иҟоу ахҭысқәа маҷхеит. Уи абзоурахеит Урыстәылатәи ҳколлегацәеи ҳареи ҳусицура, иҳәеит атәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Киут. Амҩатә шәарҭадаратә зҵаара далацәажәо иазгәеиҭеит аҭагылазаашьа ҭышәынтәаларазы русура шдырӷәӷәаз ҳалыҵшәақәагьы шыҟоу. Период 2014 по 2019 год было совершено 117 убийств с покушением, краж 1911 случаев, разбоев совершено 202 случая, грабежи 231 случай. Ситуация изменилась с 2020 года благодаря комплексным мерам МВД при поддержке Российской Федерации. Убийства с покушениями снизились до 10 в 2024 году. Кражи сократились со 164 до 74 за 8 месяцев 2024 года. Разбои сократились с 18 до 4. Стоит отметить улучшение ситуации с похищением людей. Ашәарҭадаратә маҵзура аусбарҭа еиҳабы Дмитри Гәычбериа иажәақәа рыла имҩаԥыргаз аусура алыҵшәа амоуп, аха зегьы аартны алацәажәара азин ыҟам. Аҳәынҭқарра аԥсахра, изакәанымкәа аҳәаахысра, амаинингқәа рықәгара, Урыстәылатәи рколлегацәа дареи русицура уҳәа ирзааҭгылеит рықәгыларақәа рҿы. Иазгәаҭан сынтәатәи ашықәсазы еиҳа аихьӡарақәа шыҟоу. Атәыла ахада Аслан Бжьаниа иԥылара ихшьаала зуа иҳәеит азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа рнапы иану шырацәо. Араҟа иаагаз ахыԥхьаӡарақәа иубоит командала усура шаадырԥшуа. Аҵыхәтәантәи аамҭазы имҩаԥысуа хҭысқәа зегьы ибзианы ижәдыруеит. Урыстәылатәи аҳәынҭқарра иарӷьажәҩан иҳавагылоу ҳәынҭқарроуп. Аԥхьаҟагьы ҳусицура аҽарҭбаалароуп. Уи азы иҳалшо ҟаҳҵозароуп, иҳәеит атәыла ахада. Я говорил и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Российская Федерация, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Это и военная безопасность, потому что военный человек в погонах, должен получать достойную заработную плату, не ту, которую сегодня получает. Вот министр внутренних дел докладывал, говорил о том, что в 2020 году средняя заработная плата по Министерству внутренних дел была 14 тысяч, сегодня 28. Да, конечно, 28 это лучше, чем 14. Это лучше. Но этого мало. И для того, чтобы эта зарплата у сотрудника милиции, у участкового, у УГАИ, у следователя была достойной, мы должны развивать нашу экономику. Только об этом идет речь. Каким образом это сделать? Конечно же, опираясь на наши собственные ресурсы, в том числе финансовые, сделать заметный рывок практически невозможно. Мы должны привлекать сюда инвесторов. Инвесторы должны сюда прийти, создавать рабочие места, создавать условия для того, чтобы люди, которые там будут работать, имели достойную заработную плату. Налоговые поступления от их деятельности как раз-таки будут направлено на повышение заработных плат людей в погонах,
врачей, учителей и так далее. Вы знаете, софинансирование этих процессов, то, что приостановлено сегодня, это пока разговоры, скажем так, нам в силу того, что плановые показатели удалось выполнить, мы месяц, наверное, потерпеть сможем, а потом будет очень сложно. Вот человек, который получает, допустим, заработную плату там, 16 или 17 тысяч, будет получать 9 или 8. Это очень ощутимо. Эти цифры сами по себе маленькие, но если их урезать, это будет очень болезненно ощущаться на большом количестве наших граждан. И зачем это делать вообще? Какие основания? Когда все, что предлагается, предлагается во имя и в пользу нашего государства. Проблемные вопросы, как мы их когда-то называли, щепетильные, возникли не сегодня, давно. С 2005 года нам приходилось с этим постоянно иметь рабочие отношения. Были дискуссии. С этими дискуссиями были связаны все президенты, все руководители Абхазии. Но дело никогда не доходило до грубости, до оскорблений. Мы пытались останавливать молодых, горячих людей, поправляли и старших тоже. А та лексика, те мнения, которые появились в последнее время, они недопустимы в межгосударственных отношениях. Если Абхазия надежный партнер, Абхазия должна выполнять те обязательства, под которыми стоят подписи президентов страны. А это два крупных документа 2008 года и 2014 года. Все остальное проистекает из этих двух документов. Не соглашаясь, мы пытаемся их ревизовать, что просто недопустимо. Сааҭки бжаки нарзынԥшуа ицоз аиԥылараҿы азинхьчаратә усбарҭақәа русура рганахьала иззааҭгылаз азҵаарақәа рацәан. Фатима Гергиаԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Саид Агәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.